Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами снова телепередача «Социальный адвокат». В недавнем прошлом глава республики провел совещание, на котором поднимался вопрос о большой задолженности за коммунальные услуги в нашем регионе. О принятых мерах и итогах сегодня мы поговорим у нас в студии, но помогут нам в этом наши многоуважаемые гости, а также представитель от Департамента энергетики Министерства промышленности Чеченской Республики Идрисов Абубакар. Итак, прежде чем начать наше сегодняшнее обсуждение, которое будет касаться темы совещания, которое провел глава республики, я предлагаю посмотреть отрывки, собственно говоря, из этого совещания, после чего мы вернемся и обсудим сегодняшнюю тему. Собираемость коммунальных платежей в республике проблем još došlo, tahan dana год уже чек тоже дует вы собираетесь более 70% биятские ресторан из дана мы сели усились вы мы сели дана як отси дана какие случаются дана. В энергетике в 2011 году у нас платежи составляли 44%. В 2012 году 51, в 2013 72, уже в 2014 году все на уровне 75%. В газовой сфере, если с 2013 годом сравнить, 2013 год 47, а по итогам 10 месяцев 71,3%. Но гардан наш мухит лучше, горше вы предъявите на хадал что ахчнах собрать на ахчхол. И предъявить еще отчел и разбаланс шейк хагайра уровень платежей, разбаланс газа и потери в сетях электроэнергетики алю. Цохоля поручений правительств, все главы мы собрались, и нёк совещание, это совещание о бинсацам губу, мосу объекты электроэнергетики, потребители, инвентаризации езерю подписать протокол долж пилотный проект город Аргун юал цикак дых бог бина результат чью так уличное освещение, парки, сферы, общественные места, царягва что коль, баланса держатель цахоль, ада олич платежи вроде бы хорошие, масла предъявить на платежи 50%, царах 90%, ах собрать денег, ваш 50% царах, мечернаться шоу-шоу. Цифры, что он, говорит, что 70% дона для нас не устраивает, конечно. Вы год чек тоже, что даст он. Так, сон по коммунальному направлению, сон районе, городе, проблемы, что глава мне не нужен. Что взаимодействие, когда есть, он может металлил, цеволба, может дом, может глава района, очень то хоть بعض الشكوى يروح على استان هو بتنون. Как мы видели из видеоматериала, существуют проблемы по сборам за коммунальные услуги. Мы знаем, что отчасти услуги предоставляются, конечно же, возможно, существуют какие-то определенные сложности, вопросы, но, в общем, картина складывается такая, что в основном в каждом доме есть свет, газ, но все-таки возникают проблемы по платежам и сборам этих платежей. Собственно говоря, в результате чего был создан оперативный штаб. И, Абубакар, вы как представитель оперативного штаба ведите нас в небольшой экскурс на сегодняшний момент, как складывается ситуация и какие меры вами предприняты по данному направлению. Из данного сюжета мы, естественно, видим озабоченность главы республики и министерств, заинтересованных министерств вопросами состояния платежей. Вопрос, он возник не одномоментно, он назревал, этот вопрос, и поэтому конечным итогом является то, что многие вопросы, которые не решаются, скажем, в повседневном режиме, они накопились, и сейчас их необходимо решить в экстренном порядке, нетрадиционными методами. Глава республики поручил министру промышленности и энергетики Таймасхану Галсултановичу организовать оперативный штаб, возглавить его и провести необходимые мероприятия для наведения порядка в этом
вопросе, в деле. Скажите, на сегодняшний момент какие-то действия уже предприняты реальные, помимо какой-то группировки сил? Значит, в организационном плане, значит, оперативный штаб создан. Туда вошли, значит, руководители ресурсоснабжающих организаций и руководители муниципальных районов и городских округов. Спасибо. Извиняюсь, что перебиваю вас. И хочу напомнить нашему телезрителю, что мы вещаем сегодня в прямом эфире. И это говорит о том, что вы можете задать нам вопрос, позвонив в студию, на который вы непременно получите ответ на вопрос, соответственно, по нашей сегодняшней теме, по теме ЖКХ. Ну и как было тоже слышно в выступлении, как мы видели, особое внимание уделялось муниципалитету. И у нас здесь представители от муниципальных органов. Рамзан Адаев, пожалуйста, вам слово. Вот то, что касается муниципальных властей и какие меры сегодня принимаются на муниципальном уровне. Мы, честно говоря, по городу Грозному это мероприятие проводили еще до совещания у главы. В основном у нас ударение было на взыскание задолженности за потребление воды. Ну, после совещания мы еще мобилизовали все имеющиеся у нас людские ресурсы и совместно с ресурсоснабжающими организациями, это Межрегионгаз, Газпром Межрегионгаз, Нурэнерго, организовали выездные группы в каждом территориальном образовании, в каждой префектуре. Это кроме тех, которые собственными силами мы организовали еще в муниципальном секторе города Грозного. То, что касается оплаты коммунальных услуг, здесь, конечно же, как у любого явления, есть своя причинно-следственная связь. И интересно мне, что подталкивает на такое, как вы думаете, Абубакар, почему люди не своевременно оплачивают или, возможно, какие-то компетентные органы несоответственно выполняют свою работу не на должном уровне? В чем проблема вообще? Вы установили этот факт? Почему так происходит? Я уже отмечал в своем, значит, предыдущем, значит, в ходе в разговор, что эти долги образовались не одномоментно. Дело в том, что мы все в курсе дела, что из-за известных событий на территории Чеченской Республики не прекращалась процедура подачи, значит, энергоресурсов в республику. И электроэнергия подавалась, и газ подавался. И, естественно, ресурсоснабжающие организации, я имею в виду, естественно, монополии «Газпром» и, значит, холдинг МРСК или МРСК Северного Кавказа, они вели учет, значит, этих ресурсов, которые подавались в республику. Накопились долги. Население, значит, не было занято, не трудоустроено было. А пока, значит, этот процесс, значит, налаживался, все вот это накопилось. Накопилось и у ресурсоснабжающих организаций территориальных, и накопилось у, скажем, конечных потребителей. Есть другая сторона этого вопроса. То, что после того, как, скажем, более-менее наладилась жизнь, а сейчас у нас жизнь наладилась, и мы являемся полноценным регионом, значит, Российской Федерации, и нисколько никому не уступаем. Теперь уже нам надо определиться, вот в каких, скажем, объемах и какие механизмы надо применить сейчас по изъятию долгов, которые образовались, скажем, за последние 3 года. Мы еще вернемся к тем долгам, которые были до, так сказать, того момента, как была восстановлена полностью инфраструктура городов и наших, то есть субъектов. Но сейчас у нас звонок в студию. Давайте выслушаем на вопрос наших телезрителей. Да, мы слушаем вас. Вот этого я хотела узнать. Долго мне ждать? Спасибо большое. Ваш вопрос ясен. Сейчас постараемся ответить на него. Пожалуйста, вот у нас по счетчикам, по электроэнергии, кто может дать ответ? Ну, я так понимаю, что речь идет об электроэнергии. Да. Значит, если речь идет об электроэнергии, значит, помимо, значит, квартплаты, которые, значит, у нас, значит, каждый потребитель должен, значит, оплатить, значит, на многоквартирные дома с 2012 года по, значит, постановлению правительства Российской Федерации, значит, утверждены новые правила, значит, оказания коммунальных услуг. В этих правилах, значит, сказано, что, значит, в многоквартирных домах, значит,
значит, дополнительный, значит, сбор на общие, значит, домовые услуги, то есть общедомовые нужды. Нужды, да? Значит, вот, я так понимаю, коэффициент этот связан, об этих, значит, речь идет об этом, значит, общедомовых, значит, нуждах. Кстати говоря, этот вопрос дискуссионный. Вот давайте остановимся на этом. Общедомовые нужды здесь как распределяется вообще? И вообще, что это, за что люди платят в этом случае? Потому что очень много вопросов приходит, и в том числе к нам на передачу, то есть к нам на телевидении, то, что касается общедомовых нужд. Ну, да, так как это платеж, значит, он, значит, появился, значит, в нашей республике с начала 2014 года, значит, поэтому вопросов, значит, поэтому возникает у населения много, значит, хотя у нас, значит, в каждом, значит, вот, возле каждой кассы выведены, значит, счета, и там, значит, конкретно, значит, выписка, значит, с этих постановлений, с этих правил, значит, рассказано, как формируется, значит, вот этот платеж ОДН. Ну, люди, наверное, не читают. Но если, значит, кратко, значит, то объяснить, значит, можно, значит, следующим образом. По постановлению, которому я сказал, значит, выше, 354-му, этими сборами должны заниматься владельцы, значит, многоквартирных домов. То есть или, значит, жилищно-коммунальное управление, значит, или, значит, управляющие компании, или ТСЖ. На сегодняшний день в нашей республике, ну, я так мягко скажу, что они, значит, не действуют. Фактически они, значит, существуют, но практически своими функциями не занимаются. И вот мы, как, значит, сетевая организация, значит, Чеченэнерго, у нас сетевая организация. На сегодняшний день мы поставляем, значит, этот ресурс, значит, по поручению гарантирующего поставщика, значит, каждому потребителю, то есть в многоквартирный дом. Значит, при наличии общедомового, значит, прибора учета, значит, мы должны были по этому постановлению формировать, значит, этот платеж прямо, значит, на границе, то есть по показаниям общедомового прибора учета. У нас должна, значит, управляющая компания принять этот ресурс, все, и дальше, значит, распределение полностью, значит, среди потребителей, и также, значит, часть на ОДН должны распределять вот эти, значит, управляющие компании. Так как они на сегодняшний день это не делают, а у нас это все, значит, отражается на наших потерях, значит, мы сегодня занимаемся этими, значит, расчетами. Спасибо большое. А вот, знаете, какой у меня сейчас вопрос возник, когда, Абубакар, вы отвечали, вы упомянули о том, что были большие задолженности, даже, так сказать, длительные задолженности. У нас здесь есть представители от «Газпрома»? Вот скажите, пожалуйста, вот то, что касается вашей организации, как дела с этим складываются и с какого периода эти задолженности возникли? Наша компания была создана 1 сентября 2004 года, и начисление, и учет, и все это у нас идет с этого момента. Но при этом я должен сказать, что вот долги по 4-му, 5-му, 6-му году, как бы они списаны и населению не предъявляются. Предъявлялись долги, ну вообще вот газ предъявляется с 2007 года, и ну, там долго можно рассказывать, да, вот есть понятие срок исковой. Но на сегодняшний момент какой-то учет по вашей организации «Газпрому» ведется? Сколько должников, вот, потенциально те, которые отдадут, или там какие-то предприятия? Учет абсолютно 100% ведется по каждому потребителю газа. Динамика есть какая-то положительная, то, что касается выплат? Динамика, к сожалению, можно сказать, что темпы спада, да, как бы уменьшились, но роста нету, потому что, чтобы динамика была положительной, надо собирать текущие платежи 100% и перекрывать дебиторскую задолженность. На сегодняшний день есть районы, которые собирают более 100%, то есть они перекрывают дебиторскую задолженность. Но есть районы, которые тянут отстают, назад. Да? При обнаружении исполнителем факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, исполнитель обязан зарегистрировать в электронном или бумажном журнале регистрации таких фактов дату, время, начало и причины нарушения качества коммунальных услуг, если они известны исполнителю. Если исполнителю такие причины неизвестны, то исполнитель обязан незамедлительно принять меры к их выявлению.
В течение суток с момента обнаружения указанных фактов исполнитель обязан проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения качества коммунальных услуг. Дату и время возобновления предоставления потребителю коммунальных услуг надлежащего качества исполнитель обязан зарегистрировать в электронном или бумажном журнале учета таких фактов. И то, что касается задолженностей. Вы сказали то, что с какого-то периода эти задолженности были аннулированы. В юридической терминологии есть такое понятие, как сроки исковой давности. И вот здесь очень интересная ситуация складывается. И многие люди к этой исковой давности сегодня обращаются, у тех, у которых большие задолженности, например, по газу. Саид Мамат, вы не могли бы нам объяснить про эти сроки исковой давности, и вот если реально до суда дело доходит в этом случае, или вот человек за какой период должен отдавать эту сумму? То есть? Да, в гражданском законодательстве есть такая статья, которая называется, как, ну, в простонародье, срок исковой давности. 196 статья. В соответствии с этой статьей установленный срок – это 3 года. Но, к великому сожалению, вот люди обращаются и к нам на консультацию, в адвокатское бюро, многие люди звонят. И почему-то люди надеются, что долги, они должны быть списаны. Есть много ситуаций, связанных, вот буквально позавчера мы принимали одну женщину, которая ситуация, она купила квартиру, и у нее задолженность по этой квартире по предыдущему собственнику. За коммунальный, да? За коммунальный. Там и электроэнергия, и газ, и водоснабжение, и все остальное. Но мы ей постарались объяснить, что эти долги, в связи с тем, что они в сроки исковой давности ни в коем случае не подпадают, там буквально 1 год. И поэтому эти долги, они будут в обязательном порядке взысканы. Но то, что касается, что с какого момента она стала собственником, с этого момента она только несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством. Но то, что касается предыдущего долга, эти долги, соответственно, организации, которые поставляют ту или другую, скажем, электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение, они, естественно, имеют право в соответствии с законом, и такие моменты уже есть, обращаются, соответственно, в суды общей юрисдикции, подают исковые заявления, и, естественно, суды выносят абсолютно верные решения о взыскании с предыдущих собственников жилья задолженности. Суммы, да? Ну, и в соответствии уже дальше возбуждается исполнительное производство, и в соответствии с исполнительным листом начинается работа. Спасибо большое, Саид Мамат. Но сейчас у нас очередной звонок в студию. Давайте выслушаем вопрос от телезрителя. Задавайте вопрос, пожалуйста. По свету? Спасибо большое. Сейчас постараемся ответить на этот вопрос. Кто у нас еще вот по электроэнергии? Опять вопрос поступил. Есть задолженность подтверждена актами. Вообще формируется, как тут говорили представители «Газпрома», она у нас тоже, Нурэнерго, формировалась с 2007 года. Если задолженность, которой и речь идет сегодня в телефонном звонке нашего, значит, зрителя, если эта задолженность подтверждена актами сверху, он должен в полном объеме ее оплатить, ту задолженность, которая за ним есть, если она подтверждена актами сверки. Но я хотел бы чуть-чуть, значит, шире посмотреть на вопрос. Люди, каждый человек, каждый потребитель коммунальных услуг не должен формировать задолженности. В каждом расчетном периоде он обязан снять показания прибора учета, прийти, значит, энергоснабжающая, газоснабжающая организация или, значит, организация, которая дает воду, произвести, соответственно, значит, оплаты согласно потребленной, значит, им, значит, ресурсов коммунальных. В течение полгода, хотя бы год-два раза должен произвести соответствующие сверки. Вот мы сейчас работу большую подняли по обеспечению этих платежей в нормальном цивилизованном обществе, где, значит, люди пониманием относятся к своим обязанностям, не только, значит, хорошо знают свои права, но и очень ответственно относятся к своим обязанностям. Каждый человек добровольно, не только, значит, потребитель частного сектора, но и потребитель коммерческого сектора, юридических лиц, обязаны по окончании каждого расчета периода, значит, электроэнергетика равняется календарному месяцу, снять свои показания прибора учета, прийти, произвести соответствующие оплаты. Только в таком случае
при грамотном, сознательном, ответственном отношении всех потребителей, значит, коммунальных услуг Чеченской Республики может быть обеспечены 100% платежей, и, естественно, могут быть обеспечены платежи по погашению той дебиторской задолженности, которые сложились в предыдущие годы. Но у вас в вашем ответе, вот ваш ответ граничит с понятием гражданской ответственности. Да, безусловно. Безусловно. А люди должны оплачивать. Вот я присутствующие, и здесь присутствуют и те институты, значит, которые, значит, власти, которые здесь не присутствуют, очень серьезно и кропотливо должны работать в отношении того, чтобы обязательность и необходимость этих платежей, значит, вошло в сознание каждого конкретного человека, который является потребителем коммунальных услуг. Но сознание, оно не всегда приходит внешне, еще и внутренне тоже. Просто существует у нас ряд случаев, например, по которым люди пытаются какие-то оправдания найти. Но в общем нужно говорить о том, что коммунальные услуги, это, ну, услуги, так сказать, это обычные услуги, какие мы получаем, за которые мы должны платить. То есть получил услугу, ты должен заплатить. Тот же товар, купил товар, ты должен заплатить. Все это, соответственно, является элементарным. Но существуют какие-то неясности, нюансы. Также у нас существует много злостных неплательщиков, у которых сотнями тысяч задолженностей. В этом случае есть судебное решение, к примеру. И мой вопрос будет к исполнительному производству, представителям исполнительного производства, судебным приставам. Вот как эти деньги сегодня взыскиваются в судебном порядке, если добровольно по судебному решению эти средства не выплачиваются должником? После истечения добровольного срока, который дается должнику, чтобы исполнить требования, исполнить документы, начинаются так называемые принудительные действия. То есть это обращение взыскания на денежные средства, на его имущество. А на сегодняшний момент много таких случаев, когда вот именно вами работа проводится по направлению за неисполнением судебного решения по коммунальным платежам? Так, ну, например, в пользу, скажем так, организации топливно-энергетического комплекса у нас более 8 тысяч исполнительных производств с начала года, этого, по итогам 11 месяцев. Так, более 2500 у нас окончено уже исполнительных производств. Так, конечно, работы много очень. Спасибо большое. Абубакар, к вам вопрос будет следующий. Вот мы сейчас обсудили часть этого, то есть этой проблемы. Это неплательщики со стороны, то есть потребителей. Но, как мы видели, глава республики акцентировал внимание еще на должностных лицах, которые не справляются со своими обязанностями. Ведь это ясно, если у нас существуют организации, то они максимально должны исполнять свои обязанности, приближенно, то есть к 100%, как об этом говорилось. Вот на сегодняшний момент, может быть, какие-то недоработки в этих организациях существуют? Вами вот в вашем штабе какой-то анализ по этому направлению проводится? Вопрос совершенно правомочный, он назрел, видимо, давно. Собственно говоря, я и сам хотел затронуть этот вопрос. Дело в том, что и газоснабжающие, и электроснабжающие организации, вот сегодня я бы хотел вот те вопросы, которые задаются, на эти вопросы вот присутствующие здесь руководители ресурсоснабжающих организаций давали более четкие ответы, потому что кто-то был на субсидии, кто-то, значит, льготами обладал. Значит, скажем, в газовом хозяйстве у нас сегодня, значит, обеспеченность приборами учета где-то около 40%. Так, по-моему, Асланбек? Значит, в электроэнергетике уже, значит, за 90%. Но это сейчас. Года 2 назад, значит, это было приблизительно то же самое, 40%. Там выполнена программа снижения сверхнормативных потерь, и поэтому, значит, они сумели, значит, выйти на такой показатель. Поэтому, значит, а долги-то образовывались и до установки приборов учета. Поэтому, когда вот задают вопросы, значит, конкретного жителя нашей республики интересует. Вот я, значит, какое-то время был, значит, на субсидии. Значит, сегодня, на сегодняшний день это где-то 7000, по-моему, 213 рублей. Минимальный, значит, уровень, который определен, значит, нашим правительством. Это сумма? Это значит, если, значит, совокупный доход семьи
поделенный на количество членов семьи, значит, не превышает эту сумму, он должен быть субсидирован. Это государство берет на себя, значит, расходы по этому делу, и имеется специальная программа. Это по этому субсидирование средства возвращаются, да? После да, полной возвращается, оплаты. значит, коммунальные услуги, они оплачиваются в определенном объеме. Поэтому вот когда, значит, ставится вопрос, когда задаются вопросы, надо конкретно отвечать. Значит, если, значит, 3 года, 3 года. Если есть акты сверки расчетов, они, значит, не имеют срока давности, то надо четко сказать, Абубакар, срока вот давности сейчас вы можете нету. задать такой вопрос? Вы говорите про четкие вопросы кому-нибудь из представителей Значит, я что хочу сказать. Вот здесь присутствующие руководители, они не первый год работают. Я знаю, значит, вот все те руководители, которые, значит, росли, это советских времен еще, значит, опытные руководители, но при всем при том, что сегодня происходит, есть и объективные, и субъективные причины. Дело в том, что мы только в прошлом году завершили реформирование электроэнергетического комплекса, то есть создали единую сетевую и единую сбытовую компанию. Поэтому, значит, объединение, создание единой базы, значит, занесение всех, значит, это целая, значит, очень, поверьте, очень большая работа. И тем не менее, значит, потребитель не должен, значит, страдать от этого. Поэтому я ставлю в вину, значит, ресурсоснабжающих организаций, что они должны были предусмотреть это заранее, значит, потому что мы знали, еще это года 3-4 назад говорили о том, что реформирование будет. Поэтому надо было это предусмотреть. В газовом хозяйстве я считаю, что им надо в первую очередь, мы в своем Министерстве промышленности и энергетики такую программу разработали, программу газификации Чеченской Республики, и идем по пути тому, что, значит, все потребители были обеспечены приборами учета. Вопросы о том, что я должен или не должен, будет прекращен только тогда, когда будут приборы учета. И по приборам учета я хочу сказать. В республике накопилось огромное количество различных приборов учета. Значит, есть определенные требования к этим приборам учета. Вот та программа, о котором я, значит, упомянул, значит, программа снижения сверхнормативных потерь, которые реализовали в электроэнергетическом комплексе, там есть... Плоды принесла? Ну, конечно, принесет. Это не сразу принесет. А может быть, вот в газовой сфере тоже нужно применить такой... Мы идем именно по этому пути. Но приборы учета, которые сейчас завозятся и в торговой сети находятся, вот по 300, по 500 рублей, по 700 рублей, да? не сертифицированные, которые устанавливают, я хочу предупредить, эти приборы, значит, не будут приняты. Вот и теж бяк цабайтетли арсон. Значит, не идите на поводу вот этого. Надо устанавливать те приборы, которые, значит, устраивают ресурсоснабжающие организации. Приборы нужно приобретать? Вот, у нас по электрической части в республике есть «Энергия Плюс» предприятие, которое, значит, с которым имеется, вот с Чеченэнерго у них имеется соглашение. В республике есть прибор, гарантии луж. И прибор, дахитяр. Хунт ачкана бахкабекан, тойгар ашнаш дошбу, са прибор, дахитё юхкан, вишхитье бог, и на хизма бахар. В газовой сфере мы тоже разрабатываем свой прибор, значит, газовый прибор. Мы будем вместе с газовиками работать. И, естественно, в республике должны быть только сертифицированные, нормальные, войнахан, микшилшилшо. Я хочу прийти к такому, что тагана сонах ашнаш мадахар. Например, значит, я и сегодня поднимал этот вопрос. Вот сегодня мы проводим очень большую работу. Вот вы затронули вопрос, значит, об ответственности ресурсоснабжающих организаций. Абсолютно правомочные. Значит, никто за них работать не должен. Сети у них, подстанции у них, потребители ихние. Они продают товар, они покупают, продают этот товар, они должны за это отвечать. Это само собой. Кадыров ислам, хотя он это делает. Абсолютно я с ним согласен, потому что и любой, значит, руководитель, у него масса вопросов, которыми он должен заниматься, кроме вот этого. Но дело в том, что и реформирование Хилдель, проблем щелдель. Республику надо вытаскивать из этого, значит, положения, когда вайпачобоштик шунхазмайза 75-76% это совершенно не годится.
Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано потребителем в письменной форме или устно, в том числе по телефону, и подлежит обязательной регистрации аварийной диспетчерской службой. При этом потребитель обязан сообщить свою фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги и вид такой коммунальной услуги. Сотрудник аварийной диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение потребителя, фамилию, имя и отчество, номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время его регистрации. Итак, продолжая нашу сегодняшнюю беседу, Рамзан Адаев, вам слово, вы хотели выступить. Не все наши жители знают, что предприятия, ресурсоснабжающие и жилищные предприятия, которые указывают услуги населению, являются полностью хозрасчетными. То есть других источников финансирования, как таковых, кроме которых предусмотрены их производственные, это сборы с физических и юридических лиц, у них нет. Многие наши жители считают, что там, государство оплачивает им, то есть я могу не платить, где-то кто-то перекроет, и в принципе никто от этого не страдает. Поэтому я хотел в этом плане вот что сказать. Значит, и качество услуги, и своевременность предоставления услуги, и все, что и с аварийными ремонтными работами, и все, что связано с этим, это напрямую зависит от наших платежей, от наших, в том числе, которые здесь мы сидим. Да, мы все потребители, мы все платим. И нужно сказать, что у нас очень низкая платежная дисциплина, очень низкая. Люди просто отвыкли платить. Вот сейчас мы, когда работаем по всему городу, да, мы дополнительно купили еще 20 касс выездных. Мы приходим к человеку домой и говорим: заплати. Да, большинство оплачивает. Я хочу, чтобы вы поняли, наши, к примеру, работники водоканала, да, в декабре получают заработную плату за октябрь. Это же ненормально. Я хочу связать наши платежи ежемесячные, да, они зарплаты зависят от этих платежей, да? Естественно, зависит. Я же вам говорю, других поступлений, кроме как с физических и юридических лиц, у предприятий ресурсоснабжающих других поступлений нет. То есть государство не дает других денег. Исходя из этого, я, более того, пока у нас есть возможность, да, значит, с 1 января 2015 года мы решили, что в городе Грозном за просроченный платеж за жилищные услуги, коммунальные услуги мы будем начислять пеню, чтобы таким образом люди смотрели, значит, ответственный человек в семье, в квартире, в доме, наблюдал за своими счетами, и вот это число... То есть это повысит платежную дисциплину. Но сейчас благодарю вас за ответ. Сейчас у нас звонок в студию, давайте выслушаем нашего телезрителя. У меня вопрос относительно газа. Хотела бы уточнить, так как Златан Кадыров как-то выступал, и был такой разговор, что по 2004 по 2006, если я не ошибаюсь, был выдан указ, что Чеченская республика не должна платить за коммунальные услуги, так как были трудные времена в нашей республике. И она сейчас предъявляет, что за эти годы у нас задолженность за газ 30 тысяч составляет. Хотя с 2007 года мы ежемесячно сбивать оплату. Сейчас мы ответим на ваш вопрос. Спасибо большое. Вопрос нам ясен. Пожалуйста. 2004, 2005, 2006 год потребитель газа не обязан платить, и ему, как вот этот потребитель уточняет, что за эти годы ему предъявляют 30 тысяч, я не знаю, потому что квитанции, которые мы отправляем потребителям, печатают с учетом 2007 года. Ей необходимо прийти в обонотдел и произвести сверку, акт сверки. И, пользуясь случаем, хотел бы сказать, да, такие вопросы обычно у дисциплинированного плательщика не появляются. Он ежемесячно, когда производит оплату, да, он приходит, если ему где-то что-то не так начислили, тут же выясняет, разбирается, сверяется. И эти вопросы обычно жалуются в основной массе своей те, которые годами не производили оплаты, и при этом потом они говорят: мне там, как будто они знают цены, тарифы, нормы потребления газа, мне взяли и накинули. Я просто попросил бы людей так не говорить, не потому горячиться, что имидж нашей компании от этого страдает. Спасибо большое. Абубакар, те проблемы, о которых вы озвучили, связанные с теми организациями, компетентными по данному вопросу, ресурсообеспечивающими организациями в первую очередь. Здесь, как глава региона уточнил, он был недоволен работой
которые проводятся этими организациями. А как вы считаете, какие сегодня меры могли бы помочь региону? Может быть, какое-то структурное изменение в этих организациях? И тоже вопрос вот представителям этих организаций, тоже они знают свои организации. Или все-таки, может быть, произвести ротацию кадров, потому что это тоже помогает. У нас сегодня много, так сказать, перспективных людей, которые могут выполнить любую задачу. Просто их надо увидеть и подтянуть в какое-то дело, так сказать. И я думаю, чтобы они могли бы справиться и что-нибудь внести новое в эти организации, да и в принципе и в других направлениях. Я думаю, что в какой-то части на этот вопрос ответил, значит, Рамзан из городской мэрии, в том плане, что это хозяйствующие субъекты, юридические лица. Это в данном случае в газовом хозяйстве это закрытое акционерное общество, а в электрическом секторе это открытое акционерное общество. Значит, они должны научиться считать свои деньги, покупают где-то товар, транспортируют его, доводят до потребителя, продают товар. Должны научиться, значит, в этой сфере работать, уметь. И те, которые не умеют, значит, их надо оттуда удалять, другого варианта нету. И в жизни ни у кого не было других вариантов. Если человек не способен где-то на каком-то участке справляться с тем, что ему поручено, человека надо заменить аккуратно, не оскорбляя, не унижая, надо заменить человека. Любого. Ну да, во благо будущего, да. Потому что выхода нет. Будь то самого высокого ранга, или, значит, среднего уровня, или, значит, низшего звена. Разницы нету. Вот это надо. Оптимизация, значит, своей структуры надо сделать. Надо провести все необходимые мероприятия, связанные, значит, с техническими, организационными, значит, изменениями в своих организациях, и предложить. Да, вот в последнее время, значит, Асламбек к нам обратился с тем, что для того, чтобы ему выйти, это я имею в виду за «Газпром» Межрегионгаз Грозный, с тем, что, значит, выйти на какие-то, значит, хорошие результаты, ему, значит, просто не хватает персонала. Да, мы его поддержим, мы будем, значит, обращаться в «Газпром», в структуры «Газпрома» и поддержим их в этом плане. Мы поддержим энергетиков во всех их начинаниях. Но работать за них ни администрации, ни органы исполнительной власти не будут. Да, просто у них таких функций нет. Давайте вот зададим вопрос представителям этих организаций. Пожалуйста, кто-нибудь поясните, прокомментируйте выступление Абубакара. То, что касается вот, проведения работы за организацией другими лицами, мэрией, муниципалитетами. Значит, по поводу платежей и обязанностей гражданина, также и обязанностей ресурсоснабжающей организации. Как гарантирующий поставщик, значит, мы покупаем электроэнергию и заключили договор с сетевой организацией по его транспортировке. Значит, у нас убытков не должно быть. Если транспортировщик, согласно нашей договоренности, он доставляет до потребителей электроэнергию, мы ему это предъявляем. То, что он не доставил, предъявляем сетевой организации. У нас, вот если сказать, по потребителям населения по тарифу, значит, у нас заложен 3 копейки. Это наша доля. Согласно вот этой тарифной участии 3 копеек, у нас и смета расходов. Значит, у нас только инвентарь, ручки, канцтовары и компьютеры. Ходячих людей у нас в тарифе не предусмотрены. Эти затраты не предусмотрены. Поэтому мы не можем увеличить штат и набрать людей. Потому нет средств. Если мы будем увеличивать штаты, соответственно, тариф должен расти, эти затраты должны закладывать. Как мы ранее говорили здесь, представители, значит, если у потребителя не будет сознания, гражданский долг, если он не будет выполнять, мы не сможем посетить, допустим, если физического потребителя взять 274 тысячи потребителей физических лиц, юридические более 14 тысяч, мы их не можем всех обойти, у нас нет штата такого. Сам потребитель обязан прийти или на почту, или к нам в кассы и оплатить, и регулярно, как Амид сказал, регулярно следить за своими долгами, чтобы их не наращивать.
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, исполнителем должен быть составлен акт проверки, где указывается дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы, инструменты выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги. Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами, их представителями. Первый экземпляр акта передается потребителю или его представителю. Второй экземпляр остается у исполнителя. Остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке. У нас, наверное, есть несколько категорий граждан, которые, может, там не оплатили за 3-4 месяца, но у нас есть и огромные задолженности. Вот даже в моем доме, если взять в Ленинском районе, просто колоссальные задолженности. В одном подъезде там в нескольких квартирах по 40, 50, 60 тысяч такие суммы, то есть фигурируют. И это на самом деле печально, потому как люди полностью безответственно и халатно относятся к тем услугам, которые им были предоставлены в надлежащем качестве. Скажите, вот касательно вопроса, если человек не оплачивает за коммунальные услуги, существует какой-то порядок, когда его автоматически отключают там, от услуги? Как в этом случае действует, пожалуйста, кто-нибудь может пояснить? В принципе, в соответствии с 861 постановлением, это работа с потребителем на розничном рынке, есть определенные мероприятия, которые сетевая организация по заявке гарантирующего поставщика должна провести работу с потребителем. Злостные потребители в соответствии с графиком, который поставляется гарантирующим поставщиком, мы включаем графики отключения. Проводится определенная административная через какой период? Период, там регламент определяется в течение 30 дней. Если период задолженность более 2 месяцев, и мы уведомляем это, гарантирующий поставщик уведомляет этого потребителя и подает нам графики на отключение. Мы определенные сроки, соответствуя своим бригадами, выезжаем и проводим ограничения этого потребителя, точнее, отключаем его от сети. Да? Уже дальше идет процедура, если потребитель оплачивает, он должен получить уведомление, мы должны получить уведомление от гарантирующего поставщика, что он оплатил. Этот потребитель потом должен нам еще возместить услуги за то, что мы обратно его подключаем к сети. И только после этого мы его физически опять подключаем к сети и обеспечиваем. Да, эта процедура существует. Мы ежедневно проводим эти ограничения и средства массовой информации, видите. Но у нас эта работа идет ежедневно, кропотливо. Ну, как тут уже говорилось, мы не сторонники таких жестких ограничений, отключений. Это затратно и для нам, как сетевой компании, мы отвлекаем свой персонал от наших непосредственно функциональных обязанностей, от ремонта своих функций, от того, чтобы обеспечивать качественное, надежное электроснабжение. Нам приходится заниматься вот этой неблагодарной работой. Потому что действительно и нам никакого желания отключать нету. Но это вынужденная мера, к которой мы прибегаем. И мы надеемся, что этот эфир и то, что нас слышат, и сознание все равно придет в голову этих неплательщиков. Мы тоже члены этого общества, граждане, друг друга должны понимать и уважать. Мы, энергетики, круглые сутки находимся на страже. И мы круглые сутки делаем все возможное, чтобы эта электроэнергия дошла до потребителя. Мы также ждем и обратной реакции, чтобы благодарность хотя бы за то, что эти люди, не жалея своих сил и средств, работают, поймут. И эта электроэнергия, она вырабатывается, доставляется колоссальным трудом. Ну, то есть за все услуги, все услуги должны быть оплачены. И только без тогда без этого, как уже Рамзан говорил, мы не можем не развиваться, не функционировать, не обеспечивать нормальное электроснабжение, но и другие коммунальные услуги. В бизнес-плане у нас заложена только одна статья доходов. Это оплата за наши услуги. Это непосредственно влияет на вас. 100% получаем за свои услуги, мы 100% выполняем свои функциональные обязанности. Спасибо большое. Тогда уже я извиняюсь, что я перебиваю вас. У нас сейчас звонок в студию. Давайте выслушаем нашего телезрителя и ответим на вопрос. Вот ваши жители Совхоза беспокоят. У нас поставлены счетчики. Да, вы знаете, у нас счетчики. По всему поселку поставили эти синие. Счетчики чего у вас поставлены? А? Электроэнергии счетчики? Электроэнергии, да. И у нас в поселке на кончике
счетчики мы почти все оплачиваем. По показаниям счетчика я плачу деньги, да? Ну. Потом я случайно еду туда в Чечен-Энерго по 55-му маршруту, да, где ставится электростанция, автостанция. Они мне говорят, я показываю квитанции, они говорят, вы не должны были платить в совхозе Родина на почте. И, короче, та сумма, которую у меня по квитанциям, например, 15 тысяч, не соответствует той сумме, которая там у них, понимаете, там, внизу. То есть у вас сумма не соответствует, да, той, которую была оплачена? Потом они мне говорят, у вас переплата. Я говорю, как переплата? Потом я подхожу к вашему кассиру, она говорит, это переплата. Я говорю, как переплата, говорю. А они говорят, короче, мы с вас берем по нормативу. То, что интересует данного абонента, я хотел бы сказать следующее. У нас производится до занесения показаний прибора учета, то есть фиксированный объем потребления электроэнергии, который должен абонент своевременно приносить, и эти показания заносят в электронную базу, производится нормативное начисление. После того, когда показания заносятся в электронную базу, объем электроэнергии, и выводится задолженность. Поэтому у людей возникают вопросы, не все это понимают. Если у кого-то есть такие проблемы, они обращаются к нам, мы им разъясняем и решаем их вопросы. Если этот абонент пусть к нам подойдет, куда к вам 29, мы рассмотрим этот вопрос и решим эту куда к вам проблему. подойти, вот организация, где ваша расположена? Ну, вот, Гудермесская 29, Нурэнерго, Гродненское городское энергосбытовое отделение. Спасибо большое. Абубакар, я думаю, что стоит подвести итог нашей сегодняшней беседы, и я даю вам слово в соответствии с чем. Я бы хотел поблагодарить всех, кто, принял участие в этом деле, ресурсоснабжающей организации и других, ведомств, которые присутствуют. В том плане, что вот в их речах, мы с вами увидели, большую, заинтересованность и озабоченность сложившейся ситуации, и все стараются, из этой ситуации выйти нормальными правовыми методами. Действительно, в менталитете нашего народа нету вот такого, чтобы, долги были. Я бы вам сказал так, что мы в силу своей, ответственности за работу, которую мы ведем сравнительный анализ работы соседних республик, в этих же сферах. Надо быть ответственным, за свой народ. Вы почайолшил, что яхалиез вы, хора нехалиез. Так, те долги, которые есть, еще сразу халобу шункович целел реструктуризировать, платежи, текущие надо платить 100%. Тут разговоров быть не может, а остальные долги надо договориться с ресурсоснабжающей организацией, надо тоже, по частям тоже оплатить. Я думаю, что этот год мы закончим с хорошими результатами. И перед нашей республикой сможем доложить хорошие результаты, и перед правительством Российской Федерации, которое вот завтра будет совещание правительства Российской Федерации по этим же вопросам с участием Северо-Кавказских республик. Я думаю, следующий год у нас не будет этих проблем. Пусть будут другие проблемы, но не эти проблемы. Да, вместе с вами мы выйдем, на хороший уровень. Я в этом абсолютно уверен. Все предпосылки к этому имеются. Спасибо. Я тоже скажу небольшое краткое выступление, сделаю и подведу итог. Мы понимаем, что одно дело – это восстановить инфраструктуру, но, как следует из примеров многих городов, они существуют столетиями и даже некоторые тысячелетиями. Для того, чтобы поддерживать это состояние инфраструктуры, которое было создано, необходимо, соответственно, и, так сказать, включать эту хозяйственную часть. То есть это все зависит от коммунальных услуг, это постоянные ремонты, постоянное обеспечение.
постоянное наведение порядка. И это напрямую зависит от того, как граждане будут платить за коммунальные услуги. Напрямую. Порядок в твоем дворе, порядок в твоем подъезде будет напрямую зависеть от того, сколько ты заплатил, сколько заплатил твой сосед. Но у нас на сегодня все. Я выражаю словам своей благодарности за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и уделили нам время, отвлеклись от своих повседневных забот. Итак, уважаемые телезрители, я напоминаю, что следующая наша встреча состоится ровно через неделю. Знайте, защищайте свои права. Спасибо за внимание. До скорых встреч.